Утро. Вот проснулся, собрался. Сегодня снова дождик накрапывает. Но ничего, настроение все равно боевое. Как бы дождик не хотел испортить мои планы. Вот и с первым проколом меня на шоссейной покрышке. Сейчас быстро залатаю. Благо тепло, руки не замерзают. Можно работать. На заправке встал он под навес. Стою. Походу причиной всему был вот острый камешек. Первый раз такой у меня. Ну блин, шоссейная, конечно. Дальше 15 минут у меня заняло ремонт. Поклейка заплатки на покрышку. Вроде все нормально, надеюсь. Позавтракать. Ни хао. Ни хао. 你吃的我们中国菜， Да, вот так вот. 好吃吗？ Урусы. 俄罗斯的。 Да. 哦，你要旅游啊？是旅行。 Вьетнам. 哦， Туда, 在广东。 на юг, да. И вот здесь можно все добавлять. Там, 啊，今天好少了。 да, 啊，前天啊，20多种菜。 да. Эх, жалко, китайский не знаю. 哦。 Полясим-трясим бы сейчас. Меня сфотографироваться, красавцы. Давайте, давайте. 帮我拿我的手机照一张好不好？ О, потерли, красавцы. Пока, сойди. Установил брызговик себе. Тот у меня потерялся, короче, сломался. Сделал новый. Из камеры грузовика. Нормально. Брызгать хоть сюда не будет. Водохранилище, одно из многих. Вообще Китай, по-моему, даже на первом месте по числу ГЭС. Вот водохранилищ, может на втором. Ну, короче, одно из лидирующих мест. Тут их очень много. Рельеф, благо, позволяет. Вот перекресток. Мне дальше. Погнали. Успевает. Оба! Тяжко на шоссейке ехать. На шоссейной покрышке. На кочках. А так нормально катит. Так, дядя. Девчонок смущаем, ездим. Hello! Обгоняем друг друга. Привязались ко мне. Hello!
ментовские сериалы смотреть. Это Китай. Ночь. Ну как ночь? 10 часов вечера. Вот я поставил палатку. Сижу, стругаю сахарный тростник. И вместо семечек лузгаю, короче, его. Погода хорошая, теплая. Сейчас доем вот эту палку и спать. Доброе утро. Комары меня сегодня ночью задрали просто. Нужно сделать замок здесь. Не замок, а точнее вот эту саму молнию. Она местами какая-то скомканная из-за того, что я дергал замок. Из-за влаги, походу. Ну, не знаю. Короче, надо его сделать. Тут уже жарко, комары летают вовсю. Не подумал я об этом. Сейчас вообще тепло. Такая влажность. Уже как тропический климат, такой муссонный прям. Влажно и жарко. Ночью прям невозможно. В спальнике уже невозможно лежать. Только раскрывшись. Все, сейчас собираюсь. И еду дальше. Дорога, дорога, дорога. Все стандартно, даже показывать нечего. Зато цветы везде. Деревья благоухают. Классный запах. Классный аромат. Заплатка разошлась снова. Опять переклеивать. Тяжело клеить вот эту узкую камеру. Все отходит от нее. Камеру поменял. У той шоссейной камеры, короче, сосок сломался, я накачивал. Порвался сосок. Стандартная проблема всех этих ниппелей, как они там. Престо. Тонкий ниппель, который вело. Уже за всю жизнь я, наверное, таких штук 15 выкинул камер новых почти. Из-за того, что рвется сосок. Сосок камеры. Фу, духота вообще страшная, надо снимать. Сейчас бы ехал с голым торсом я бы, но... Оценят ли китайцы, я не знаю. Хотя ездят на мотоциклах с голым торсом. Футболки мои заплесневели из-за дождей. Сырые, вонючие. В этом году я от своих пернатых братьев не отставал. Шел нога в ногу, наступал им на пятки. Не как в прошлом году. Райская дорога в цветах. Все, можно сказать, что я на юге уже 100%. Уже снегов здесь не будет. Возможно, но раз в 50 лет, наверное. Прикол. Не цепляет, короче, втулки, кранты. Это
Болячка на болячке, я не знаю, то с колесом, то с камерой, теперь со втулкой. Что за херь такая, а? Чудеса из скутерной мастерской сделали мне чудо. Почистили втулку, впрыснув туда жидкость. Я даже и не додумался. Она просто была грязная, ужасная. Молодцы, ребята. Че. Но они заняты делом. Вечерело. Проблема не решилась с втулкой. Еду как на самокате, ногой помогая, придавая движение. Все, втулки походу конец. Либо перебирать, но скорее всего и крындец. Воскресные движухи здесь. Короче, Китай у меня собирает конкретно велосипед. Нашел место. Сейчас лягу спать. Завтра будем думать, что делать. Втулка не заработает, скорее всего. Наверное, придется ехать на автобусе. Либо стопить, либо сразу стопить автобус и доезжать до города Цзиньчжоу. Ближайший город, до него, наверное, где-то километров 60, ну не больше 100, там 80. Доехать до него, там искать веломагазин и разбираться со втулкой быстрее. Да, как будто колесо какое-то заговоренное.